Абдралиев Арген Турумбекович, пожалуйста, пройдите к трибуне. Вам понятен, да, круг, Да, понятно. в общем-то, вопросов, которые, в общем-то, здесь стоят, поэтому прошу предоставить информацию и позицию Министерства внутренних дел по этому вопросу. Министерство внутренних дел считает, что нет никакой противоречий, так как, согласно статье 148 Уголовного процессуального кодекса Кыргызской Республики, следователь обязан после принятия повода для регистрации заявления, рапорта или уполномоченного лица, сообщений в средствах массовой информации, обязан принять меры по регистрации ЕРПП. Да? ЕРПП сейчас как досудебное производство, в общем, это доследственная проверка и следствие. В ходе доследственной проверки следователь допрашивает, проводит осмотр места происшествия, назначает экспертизы, привычные следственные действия. Да? После этого, если есть основания для возбуждения, возбуждает. А если конкретно судьи, например, ДТП с участием судьи, виноватая сторона суд, да, следователь обязан выехать на место происшествия. После как поступило сообщение, это все сразу регистрируется в РПП, то есть ЭЖУИ, электронный журнал учетной информации. После этого осмотр места происшествия, осмотр автомата транспортных средств, назначение экспертиз, например, автотехнический, трассологический, судебно-медицинский, и на освидетельствование наличие алкоголя. Да? Это все входит как бы в следственные действия. Да? Если следователю изначально неизвестно, что это судья или другое лицо, которое указано в УПК, то есть спецсубъекты, экс-судья, может, депутат, он направляет запрос в судебный департамент или в том, что он действительно работает ли или работал ли. И после этого, если есть основания для возбуждения, все собранные материалы следует направлять в Генеральную прокуратуру. И, соответственно, генеральный прокурор рассматривает и дает оценку, да? То есть возбуждает или принимает решение об отказе в уголовном деле. Я считаю, что в этом случае никакой права судьи там не ущемляется, и следователь имеет право допрашивать. Да? У вас все? Да.